Бисмилля, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья. Человеку нужно следовать истинным путем и не нарушать норм шариата, духовно развивая себя. Примером должны служить люди, лучше знающие религию и соблюдающие повеления Аллаха Всевышнего. У этих людей рекомендуется спрашивать совет и обсуждать с ними религиозные вопросы. Также следует и самому путем размышления постигать мудрость. Кто заботится о других и делает им доброе и хочет, чтобы у него было все хорошо, в первую очередь должен думать о себе, очищать свое сердце. Если сердце человека, начиная с его рождения и до смерти чистое, то это отражается на его поведении, и он делает хорошие деяния. А если нечистое, совершает грехи. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: в теле человека есть кусок, если он чист, то и все тело чистое. Если он не чист, то и все тело нечисто, это сердце. Здесь речь идет о сердце человека, о его имане, вере в Аллаха Всевышнего, его скромности и надежде на вознаграждение от Создателя за совершение хороших деяний. Нужно прислушаться к советам пророка Мухаммада, мир ему, прекратить грешить, совершить покаяние и начать новую жизнь. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: тот, кто совершает покаяние, искренне ради Аллаха подобен новорожденному. Мусульмане имеют возможность совершить покаяние, но это не значит, что он идет исповедоваться и рассказывать шейху о своих грехах, а тот говорит, что он его прощает. Шейх такой же человек, как и остальные верующие, и может иметь больше грехов, чем другие. Каждый должен делать отчет своим поступкам и просить у Аллаха прощения за совершенные грехи. Тауба, покаяние, совершается следующим образом: сожалеть о совершенном поступке, обвинить себя в этом, немедленно прекратить совершение греха, иметь искреннее намерение в будущем не совершать грех. Если грех был связан с другим человеком, обманул, ограбил и тому подобное, он должен попросить у него прощения и вернуть незаконно отобранное. Все это лучше сделать в этой жизни, а не ждать судного дня. В случае, если человек покается в этой жизни в своих прегрешениях, то умирает без грехов. Кто не читал намаз, не держал пост и тому подобное, должен соблюдать это как долг. Когда человек покается, то почувствует баракят, благо, и его здоровье и состояние улучшится, даже если при этом нет больших средств. Даже небольшая сумма денег, полученная дозволенным путем, принесет человеку пользу. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.